О, здравствуй, Виталий. Здравствуйте, Сапар Бакшевич, рад вас видеть. Спасибо. Давно не виделись, привет. Давно не виделись. Как у тебя дела? Как проходит отпуск? Заканчивается, Сапар Бакшевич. Самое интересное закончилось. На море съездил, Ага. дома, домашние дела теперь делаю. И в понедельник на работу. Ну, правильно. Работать тоже надо, Виталий. Да, у нас выборы начнутся. Сегодня подписано документ. Значит, 25 числа стартует выборная кампания. 25 октября будет закончена. Местные органы власти. Ага. Избирать будем депутатов местных органов власти, мэров, сельсоветы, ну и прочие органы. У нас тут изменения большие территориальные произвели. У нас взяли, объединили районы. И поэтому, да, территориальные громады сделали. И теперь будет несколько меняться система. Еще разбираюсь с законом. Там законодатели еще изменения должны внести. Ну, ты выбираешься куда-нибудь? Сапар Бакшевич, я хотел бы, я посмотрю. Там очень большие залоги финансовые. Посмотрю. Окей. Может, депутаты горсовета там. А то я за тебя проголосую, Виталий. Хорошо, Сапар Бакшевич. Спасибо, спасибо. Я за вас тоже всегда. Вы знаете. Окей, спасибо, спасибо. Ну, Вот рассказывай, Виталий, какие вопросы у тебя? У меня вопросы, Сапар Бакшевич. Вот мы с вами экономическую часть разбирали как-то. Ну? Я насколько знаю, она не пошла ни в запись, ничего. Вы знаете, интересная ситуация. Сейчас везде начали говорить о том, что да, не пошел газ на Европу. Туркменистану газ в Европу продавать не дали. Сейчас об этом везде говорится. То есть все правильно, как мы разговаривали с вами, так оно и есть. Ну а не дали, потому что надо вообще-то этим заниматься. Само по себе оно не текет. Договоренностей нету. Каспийская, через дно Каспийского моря никто газопровод так и не решил. Так получается, Сапар Бакшевич, куда же газ девать? Что, сжигать? Нет, китайцы забирают его. Так они же по $30 забирают, по-моему. Да может быть еще меньше. Что-то, чем больше они берут, тем и задолженность растет. Вот задолженность еще растет Туркменистана, да? Так это вообще-то, да, я не знаю. Сапар Бакшевич, объясните мне эту экономику, я ее понять не могу. Газ продается, тот, кто продает газ, еще больше должен. Да. Здания построили, в них никто не живет. Я специально посмотрел несколько репортажей. Ну не живет никто в этих домах. И все рассказывают, а где же люди? А, жарко, все прячутся. Так а вечером вроде ж не жарко. Поехали отдыхать, наверное. Ну, к вечеру так более-менее люди в Ашхабаде появляются, видно. Но как-то это мне непонятно. Ну, сложная экономика такая. Сейчас коронавирус там. В Ашхабаде очень много смертей. Все-таки пошло, да? Вот так надо же было меры принимать. Позавчера была информация, что 60 человек за день умерло. Вчера не знаю сколько сегодня. Но она растет. Она сейчас еще до пика еще много. И в других этих вчера вечером разговаривал. Байрам-Али, там же есть колония большая. Да. Да, там уже тот самый 6 человек вчера умерло. Если в колонии один зараженный есть, значит вся колония. Там даже к бабушке не надо ходить. Это вот такой Ну что, у нас полностью власть деградировалась. Они успели за это время и общество деградировать. И никаких этих, как тебе сказать, просветов не видно. И прогнозы очень печальные такие. Они очень с большими потерями. Если выйдут по коронавирусу, они не справляются абсолютно. Абсолютно ничего не делают. Почему они? Убежали. Они убежали в отпуск. Вот.
А почему не дали? Ведь было же, надо было объявлять мероприятия, провели бы вместе со всеми мероприятия, меньше бы проблем было. Да, они запретили говорить об этом. Коронавирус, да. Но от того, что его запретишь, он же от этого не исчезает. Да. Так же не бывает. Ну, у наших понятия вот такие. Там, не знаю, они людей за людей абсолютно, видимо, не читают. Это видно по их действиям. И что странно, вот есть признаки коронавируса, он обращается в больницу, к врачам. Тот самый увидели, если есть температура, этот укол делают, на следующий день он мертвый. Да, нет человека, нет проблем. Чтобы койку не занимал, наверное, или там... Ну там же, Сапар Башевич, там же и я что знаю, там же нету больниц районных теперь. Там же больницы только в областях остались. Убрали больницы все. Это же было большое количество публикаций было. Виталий, вот у вас есть же коронавирус, и какие защитные мероприятия? Там, социальное расстояние, например, да? Да, ну, Носение у нас везде, во маски, всех магазинах. пожилым сидеть дома, Да. тюрьмы освободили, школьников запретили ходить Да. в Сапар школу. Башевич, у меня Ну, вот дочь такие. заканчивала школу на расстоянии, сын заканчивал первый курс института, они в университета, они не ходят на занятия. Ну, Удаленка. вот такие мероприятия общие, там Да. это не требует никаких там материальных затрат. Затрат ничего не надо. У Это- людей все это можно было сделать. Да, по Ну, телевизору вот тот самый объяснительный, так, прояснительный, там мероприятия должны сам рассказывать людям, как защищаться. Надо было Что вовремя, делать? надо было, если бы весной начали, как везде, весной, зимой, то тогда бы проблемы не было. Туркменистан-то ведь населен не густо настолько, как другие страны. Можно Да, было, но- в городах надо было принять меры, а в село бы оно и не вышло тогда, Сапар Башевич. Да, и дело в том, до 7 июля, до 6 был запрет на ношение маски, запрет на ношение, штрафовали людей за ношение маски. А 7 числа, наоборот, за неношение наказывают. Там только карательный механизм, другого там у них механизмов нету. У нас людям объяснять не надо, да? власть полностью деградирована. Она абсолютно деградирована. Вот есть по инерции карательный механизм, она и работает только. Я посмотрел цифры, Сапар Бакшевич. Только карательный механизм, по-моему, и остался. Да, их вот числа, это 140 тысяч милиционеров. 140 тысяч. Много. Да, для 3 миллионов населения. Нет, и плюс, вот слушай дальше меня, Виталий, плюс там КГБ, прокуратура, они 60, и получается 200 тысяч. У этих 200 тысяч должны быть 5, 10, 20 этих доносчиков. Ну да. И умножь, получается 2,5 миллиона примерно. Так и получается. Так же Да. Ну так же не должно быть. Ну вот они построили вот такую вот схему такую. И она... Лучше бы экономику запустить. Сапар Башевич, ну были же деньги. Было нормально. Была ситуация, когда Туркменистан приводили даже, у меня к Ниязову свое отношение. Но была ситуация, когда показывали середина 2000-х, как пример, что за это не платится, деньги на это выделяются. А сейчас вообще уже и этого нет. Ладно, свобод не было, демократии не было. Так хоть за жилье не платили. Теперь люди за жилье платят, за все платят. Еще и есть нечего. Я смотрю, очень много пишут о том, что отсутствуют продукты в магазинах, Сапар Башевич. Да, голод начался. Реальный голод начался. Ну как так? Ну, вот так вот. У людей
у которых есть работа, но они не получают зарплату. Банки не выдают деньги, им начисляют зарплату, но в банке нету денег, говорят. То есть экономический коллапс просто произошел. Вот полностью деградирована и экономика, и сама власть, управление. Финансовая система. Но оно же все от финансовой системы и идет. Финансовая система, если завалилась, все, ничего уже не будет. Плюс промышленность ну, это все, это, я боюсь, что это все субъективные дела. Если, Сапар Бакшевич, продается газ, и этот газ, который продается, не приносит дохода, то о чем можно говорить? Значит, не все в порядке. Значит, что-то здесь не то. Это не экономика уже, это политика вообще. Не знаю, Виталий, вот тебя там не хватает, наверное, я точно знаю. Я, Сапар Бакшевич, вы же знаете, если бы я всегда готов был бы поехать, если бы были... Но только ехать надо, работать надо с людьми, которым это надо. Воровать я не ворую и никогда ни взяток не брал, ни в схемах не участвовал. А когда много? Все равно. Еще больше? Тоже нет? Тоже нет. Сапар Бакшевич, я не могу. Я из другой системы, вы же знаете. Мы выросли в другой стране, в другой системе. Чуть солнце уберусь. Виталий, дело в том, что если в промышленности работает 120 тысяч, а милиционеров 140 тысяч, плюс еще там это невозможно. Других этих, там никакая экономика и никакой работы не будет там. Ну да, это перебор. Обычно говорится как, одного солдата кормят от 50 до 120 человек, если хотят, чтобы было нормально. Ну, как во всем мире. Там, где экономика есть. Мы еще солдат 50... не читали. Туда прибавишь солдат, то... Я понял. Солдат это без армии? Да, это без армии. Так а что там построено тогда? Я не знаю. И это 30 лет. 28 лет. Ну так надо... Это тогда надо захватнические походы проводить на кого-то, чтобы что-то людей чем-то кормить. Не знаю, идут. Виталий. Это ж страшно, если одни силовики только есть. Сапар Бакшевич, так голод. А как же с зерном? Зерно, программа зерно, она ведь пошла, она работала, насколько я знаю. Вот, Виталий, вот что интересно, вот крестьянину дают 2 гектара земли. Да. И не больше, да? Маловато. Да, мало. Это маловато раз. Заставляет сеять или хлопок, или зерно. Вот зерно, он посеял зерно, он оттуда ни копейки не получает. Но когда косит, у комбайна сидит представитель прокуратуры или МВД, чтобы ни один мешок зерна, вот этот крестьянин, который вырастил это зерно, чтобы не спер у себя. Так а как, если это на него он выращивает? Это да, его... по логике он хозяин. Да. Да, он должен продавать. Хотите, можете установить, но цену установите такую, чтобы ему жить с чего было после этого. Ну, по логике так. Да. Они даже не могут взять там 5-6 мешков зерна для семьи своей. Как это? То есть ты, 2 гектара, даже если мало, так нельзя так. Так же нельзя, Сапар. Ну, и самые цены там смехотворные, он даже не покрывает обувь, которую он рвет там, одежду. Это не то, что там прибыль или что-то. Ну, это, Сапар Бакшевич, это получается рабство, и все. Да. Это рабство обычно. Да. Плановое рабство. Это государство план спускает. Спланированное, вот такое вот. И это 27 лет, 28 лет вот так продолжается. И поэтому полстраны покинуло людей. Ну, полстраны, если я туркменов знаю, сколько я нахожу сейчас, работают за пределами в Турции. 60%.
60% населения покинуло. Да. Ну, так И люди ж должны активной жить, да. части. Да, это активные люди. Это люди, которые способны что-то произвести. Да. Ну, давайте говорить откровенно, Сапар Вашич. Ну, такие, как вы, вас вытеснило, вы вынуждены были уезжать. А ведь вы и есть то, что называется элита нации. Не Сапар знаю. Вашич, это... Я говорю то, что я знаю, Сапар Вашич. Я знаю, кто автор этого туркменского экономического чуда начала 90-х. Я знаю, Сапар Вашич, кто строил объекты за неделю, за месяц, которые строились годами. Я же это знаю, Сапар. Это люди не знают простые, им никто об этом не говорил. А я знаю, как вы раз и за месяц рынок сделали. Начиная от начала и заканчивая последним. Как вы дома строили, когда надо. Раз и сделали. Как вы для страны технику закупали, завозили из России. Я же тоже помню, Сапар Вашич. Это было давно. Они думают, что это по мановению волшебной палочки. Это делали люди, у которых была квалификация, знания, опыт, связи и желание помочь своей стране. Самое главное. Это такие, как вы делали. Извините, как брат ваш, который Иклым, я не знаю, он в тюрьме сгинул, получается. Когда он сразу же выступил, он очень сильный юрист был, я ведь помню. В Министерстве юстиции молодой человек работал. Как он тогда выступил по Конституции туркменской, Сапар Вашич. Он сразу указал на те точки, по которым проблемы будут в стране. Как он в законах показал, где точки будут, чем закончил это. Никем он не будет работать. И в итоге в тюрьму посадили. Я понимаю, что это вам больно, Сапар Вашич. Это я по родственникам, по вашим говорю. Конкретные люди. Это живые люди, о которых я знаю. Кто первую мобильную связь в Туркменистане сделал? Фархат Иклымов, ваш родной брат младший, мой друг давний. Он сделал, я это помню. Эта связь до сих пор работает, Сапар Вашич. Не знаю. И эти люди, значит, уехали, а оставили только тех, которые под козырек, и пойти забрать у старика мешок с зерном. Потому что молодому тяжело, молодые не знают, как работать на земле. Старики лучше это знают. Так пойти у старика забрать, вот это такая система выстроена в Туркменистане. Сапар Вашич, ничего, что я в политику рванул как-то. Я бы не хотел, чтобы ты стал говорить о политике. Там о погоде вот больше. Погода нормальная, Сапар Вашич. У нас третий день прохладно. Вчера, позавчера дождь был. Как коронавирус у вас, Виталий? Да нормально. Сейчас увеличивается количество, Сапар Вашич. Ну, у нас уже люди все знают. Меры все принимают. Это болеют люди, которые приехали, кто уезжал за рубеж, кто не соблюдает никаких профилактических мер не принимает. Кто считает, что это пройдет само по себе. Некоторые, Сапар Вашич, мне кажется, что некоторые уже считают, что лучше им переболеть. Молодежь там редко когда умирает от коронавируса. Умирают люди от сопутствующих заболеваний. Кто здоров? Он как Швеция, у вас же в Швеции ж такую систему запустили, но тоже не очень хорошо. Да, вот моя теща, бывшая теща, ей 99 лет, вот скоро будет 100. Да, она с дочкой живет, и зять наш там. Они все переболели коронавирусом, и она выжила. В 99 лет? Да, 99,5. Вот через 6 месяцев ей будет 100. Да. Ее и коронавирус не берет. Молодец, она выкарабкалась. Молодцом. Мы очень боялись, что не выдержит, но выдержала. Да. Из тех, кого я знаю, у нас председатель облсовета переболел коронавирусом. Переболел один депутат областного совета. А так больше из таких у нас там больше 100 случаев никогда не было. Там все количество 1500, по-моему, человек или что-то такое в области заболело за все время. Если не меньше. И оно у нас вовремя меры приняли. И поэтому он сразу на низ пошел и все. И он как-то так остановился. Ну, страшно говорят, что вот эти антитела, что они не на все время, что от него все равно вакцина, даже если и будет, то она на постоянке не поможет. Не знаю, Ну, это самое. Посмотрим, это сейчас же никто не знает. Да, все прогнозируют как-то этот самый, но... Да.
А так у нас все нормально, Сапар Баширович. Входим в выборную кампанию. Все как всегда. И сейчас будет у нас, как обычно, 3 месяца будет страна заниматься только выборами. Это местные органы будут Это местные выбирать. органы, в принципе, самое массовое дело, потому что, ну что такое депутаты Верховной Рады? Это 400 человек на всю страну. А здесь у нас в городе и в области столько будет, что много. Поэтому будут проблемы. Будет работа, будет шума много. Ну, как всегда. У нас здесь это, товар большой. Ну, помните, в Туркменистане тоже были демократические выборы. 90-й, по-моему, год, когда Верховный Совет избирали. Да. Там была демократия и показала, что туркменский народ вполне в состоянии избрать нормальных людей. И, извините, избирали. Тогда Иклым как раз покойному этому самому Хабибу Дурдыеву проиграл. Но борьба была там 50-50 было. И я знаю, как там некоторые дела творились. Так это, извините меня, 2 кандидата практически на равных. Это уже говорит о том, что люди могли выбирать. Да. А сейчас, извините, 99,99 или сколько там голосов. Ну, сейчас там уже о выборах можно только говорить так. Выбирать не надо уже, да? Да. Там... Ну, в принципе, да. Лучшие люди уже определены. Нет, дело в том, что у нас государство, правительство как такового нету. Есть имитация. Только имитация. Нету там никакого правительства, никакого государства. Там мафиозная структура вот, сделала себе ширму в виде краснокожих правительства. Да. Это как сцена. Там. Я понял. Это полная имитация. Вот с начала коронавируса по сегодняшний день, вот, ну, если какой-то руководитель любого ранга, это самое, вот, внятными словами может объяснить проблему коронавируса или чего-то. Хоть раз по телевизору или выйдя там к населению, не было этого ни разу. Вот по телевизору он читает текст, или за него читает диктор текст, это самое, там картинку показывают, там этот был. Ну, вот вся ихняя, этот сам. Даже вот эту сцену нормально разыгрывать не могут. До того это деградировано. Это просто нет слов. Там, люди просто... Мне людей жалко. Вы понимаете, ведь это Туркменистан, тот же Ашхабад, сколько дал выдающихся ученых, политиков, нормальных политиков, сколько было всегда, журналистов, писателей, артистов. Я считаю, вот если так по-настоящему посмотреть, люди просто многие же не знают, не связывают. Люди, если уехали из Туркменистана, они их забывают. Вот Филатов, помните, был актер, он же ашхабадский, по-моему. Да, это ашхабадский парень, оказывается, он, Филатов. Да. Так это, а вы знаете, сколько вот со мной работал Володя Владимир Арунович Джараев, он был первым секретарем обкома комсомола, но его там начали теснить, это после 91 года. Он тогда уехал учиться в академию, в дипломатическую академию в Москву уезжал. Он сейчас работал, я знаю, что 8 лет назад он работал проректором Оренбургского университета. Он остался в России, не стал возвращаться после этого. Очень много людей уехали и работают нормально, процветают, уважаемые люди, но живут не в Туркменистане. Да. Это страшно, это неприятно. У нас такая тоже ситуация, потому что у нас еще как-то хоть хватает. У нас есть свобода, понимаете. Можно выехать, а можно и остаться. Можешь выехать, можешь вернуться. А в Туркменистане выехал враг народа. Так не должно быть. За 25 лет ни одной книги по литературе или по не было выпущено. Нормально это. Произведения ни одного. Да, раньше же выпускали. Раньше же было издательство работало. Я читал там, притом разные писатели были, и фантасты были. И прозаики были, которые писали о Великой Отечественной войне. Те, которые описывали жизнь. Оно же было. Я фамилии просто не могу вспомнить. У меня библиотека большая, Сапар Баширович. Не хочу спускаться просто. У меня лежат книги.
Я из Туркменистана привез тоже. У меня очень большая библиотека. Но там и туркменские есть авторы, и много их. И язык, Нормально это. язык деградировал. Тоже она костной стала. Вот даже многие понятия, смысл, они из лексиконов вышли. Вот я тот раз говорил, не знаю с тобой, вот слово искренность в туркменском обиходе, вот нету его, уже 25-30 лет. Вот слово искренность, даже и само понятия нету. Его прямо выдворили. Боятся, потому что люди боятся говорить искренне друг с другом. Сапар Башиш, ну если, извините меня, всю страну заставляют друг на друга ходить, доносы писать, то что вы хотите? А получается так, если у нас силовиков только 200 тысяч, Сапар Башиш, вы правильную цифру назвали, 10 агентов. Ну, да. Правда, много тех, которые у 5 сразу деньги ходят, получают, есть и такие. Я эти вещи понимаю. Не, ну а на самом деле, 200 тысяч сотрудников органов безопасности всевозможных. СБУшников. Не, они допускают, но они людям работу не дают. И не дадут. Так, конечно, Сапар Башиш, каждый 10-й силовик, куда это годится? Каждый 10-й. Ну пусть 3 миллиона населения, хорошо, поверим. То есть каждый там же 15-й, дети, убери детей, половина, это там дети. Так больше половины, потому что в Туркменистане рождаемость да, 49% до 18 лет, вот убери. Ну тогда все, 1,5 миллиона населения, из них 100 тысяч, 200 тысяч силовики. Сапар Башиш, это не государство. Нет. Это полицейская академия какая-то. Ну, Виталий, скажи, что делать нам? А делать только одно, вы же знаете. Власть менять надо. И надо нормальные законы вводить, и людей нормальных проводить. И строить надо, и людям работу надо дать. В Туркменистане масса возможностей дать работу. Как можно было потратить такие дикие деньги, построить эти мраморные дома с золотом, вместо того, чтобы производство запустить? Производство надо было развивать, индустриализацию надо было провести. Туркменистан вполне в состоянии может производить и машины свои, и мелочь какую-то всегда можно производить. Машины можно производить, Сапар Башиш. Да. Ну для 2-миллионного населения, конечно, 3 даже автомобилей, сборочные линии могли бы вполне поставить. И там бы люди могли работать, и Туркменистану было бы выгодно. Но кто это будет делать? Виталий, ты не досказал. Ты в сторону не увидел этот самый. Сказал, надо менять власть, правильно? Власть надо менять, Сапар Башиш. Ну, как менять? Теперь вот это тоже скажи. Ох, как менять, Сапар Башиш. Революция без крови не бывает. Но это люди должны это решить. Если люди против этой власти, власть убежит. Если люди, люди должны выйти, Сапар Башиш, люди должны выйти. Если люди выйдут, тогда да. Если людям оно не надо, тогда, если люди боятся, но люди должны выйти. Сапар Башиш, в милиции, в прокуратуре в туркменской достаточно и порядочных людей работает. Там есть люди, которые, ему семью кормить надо, вот он и пошел в полицию, что там зарплата хоть какая-то, если, извините, ходит, обирает своих же, но он не будет стрелять ни в своего дядю, ни в свою тетю. Это Туркменистан, там это не проходит. Да. Да, и вот этот самый военный тоже уже шлют сигналы, говорит, мы тоже за народ. Вот, революция только бескровная, желательно, я говорю, тихая мирная революция, без войны. Да. Только так. Выйти люди должны сказать. Или же атмосферу создать такую, чтобы решила, понимаете, Сапар Башиш, они не получится. Очень слишком большая структура тех, которые кормятся с людского горя. Понимаете? Их очень много. Вы правильно сказали, это организованная преступная группа, и им все равно. Это банда, организованная банда. Они, у них тоже, Сапар Башиш, конечно, только надо, народ должен решение принять. Это народа дело. Вот, Виталий. Да. Вот в правительстве у каких персон
должна быть охрана, правительственная охрана. Ну, я считаю, президент, руководитель законодательного органа, руководитель судебного органа, министры обязательно, ну не тысячи охранников, 1-2 охранника вполне достаточно. Хакимы областей по одному человеку, охраннику, потому что человек должен 1-2 для того, чтобы защитить, если пьяный где-то пристал там или что. И больше нигде. Сапар Башевич, не надо 1000. Я слышал, что 4000 человек охраняют Бердымухамедов. Вот я не знаю, сколько тысячи. Вот у него есть охрана. У Жадана есть охрана и эскорт. Да. Сапар Башевич, а что, Жадан еще там живой? Да, да, да. И Храмов имеет охрану и эскорт. Министр иностранных дел имеет большую охрану и сопровождение. Вот они, когда они едут, улицы закрывают, в окнах. Слушайте, ну Ниязов ездил сам за рулем, не это самое, и ничего у него не отвалилось, когда первым секретарем ЦК был. Я что помню. Охрана была, он и сам за рулем даже ездить себе позволял. Ну и вот никто теперь, не перекрывал. Теперь смотри, у него есть эти, как Елены, по-русски будет этот самый, кузины, или там, ну, родня Бердымухамедова, там их много, и они, каждый имеет охрану. Так он не может и охрана не из туркмен состоят. Кавказская, скорее всего. Ну, Кавказ, откуда-то еще в этот самый, но не местный. Из Кавказа, потому что всегда на Востоке принято брать или чеченцев, или кого еще брали? Грузины не, ну, были. Брали. Вопрос, от кого они охраняются? От туркменов. И зачем Потому нужно? что берутся для чего охранники из другого народа? Чтобы от своих обороняться. Ну, у них вот это все заложено. И вот с другой стороны, количество этих милиционеров, карательного механизма и идет до районного, там, сельского, участкового. И каждый участковый имеет там 10, 15, 20 своих этих, как его, стукачей. И вот эту систему они внедрили в общество. И в течение 25 лет она полностью деградировала общество. Один другому верить не могут, потому что каждый второй стукач должен быть. И все. Вот. Ну это же страшно. Да. Когда Сапар это Башевич, длительный я период... Думаю, если бы в Туркменистане начались преобразования, по крайней мере экономические и политические, я не говорю о культурных, культурные это сложнее провести, но политические и экономические, чтобы народ чувствовал свою защищенность, люди бы вернулись, я думаю, в Туркменистан. Естественно. Они очень любят свою землю. Да. Ребята, которые уехали, которые поразбегались, когда, извините меня, а что ж, в тюрьму было садиться. Я помню 90-е годы начала, когда уезжали, боялись, чтобы их не забрали. В психушку сколько людей отправили. Виталий, я тебе новость вот сообщу. Вот, молодежь, туркменская молодежь, они сейчас строят правительство в изгнании. Целое государство они строят. Все правительство. В электронном виде они уже сейчас обкатывают. Кадров много, оказывается, за рубежом. Но это хорошее молодые, дело, энергичные. Они должны возвращаться. Да, они возвратятся. Никуда они... Это только власть никуда не денется. Я одно скажу. В телефоне и в компьютере это хорошо. Вначале должны люди, которые опытные быть. Сапар Башевич, это, извините, таким, как вам надо будет собираться и ехать. Не, мы молодежь, и они спросят, мы подскажем. Подсказать, именно для подсказки, как советчики, Сапар Башевич, не заниматься, а советом помочь. Пенсионеру надо отдыхать, Виталий. Я понимаю.
Сапар Баширович, ну, для того, чтобы чем-то руководить, надо уметь руководить, вы же знаете. Не, есть молодежь, очень одаренная молодежь. Они смогут это все сделать. Да? Да, мы Ну, это только хорошо. можем подсказать. Там. Подсказывать надо будет, конечно, надо будет Да. подсказывать. Лишь бы это произошло, и это было нормально. Ну, Не, я верю, что это произойдет. Я Произойдет. тоже верю, что произойдет. Не может такого быть. Да, к осенью все будет там этот самый. Угу. Ясно. Ну, Виталий, может быть, закончим, а то так Да, мы что-то... Да уж. ударился в политику. Я не люблю политику, Виталий. Я понял, Сапар Баширович. Я извиняюсь, ну вы меня сами завели. А как тут обойдешься, Сапар Баширович, если там, извините меня, в Туркменистане экономика такая, что она только все политизировано. Как говорил когда-то Ленин, экономика это политика это концентрированное выражение экономики. Но Там тоже. Ленин тоже устарел уже мы Конечно, не по Ленину. устарел. Да, дальше не по Ленину будем жить, наверное. Конечно, не по Ленину. Но определение правильное, Сапар Баширович. Но, может быть, Да. для тех периодов, может быть. Да. Ну, Хорошо, Виталий, Сапар. попрощаемся с земляками. Добро, дорогие туркменистанцы, до свидания. Приятно было, надеюсь, на ближайшую встречу, приятно было пообщаться с Сапар Бакшиевичем. У меня это уважаемый человек, давний друг. Пусть у вас все будет хорошо. Молодые, к молодежи хочу обратиться. Пусть все Спасибо, Виталий. Спасибо. думают о том, как вернуться в свою страну. Вернемся, Виталий. Чуть-чуть подожди. Хорошо, Сапар Баширович. Малыш говорил, не волновайся, Виталий, все будет хорошо. Хорошо, Сапар Баширович, хорошо, есть.